Алма, хурметли милләттәштәр, здравствуйте, уважаемые друзья, сторонники независимого Башкортостана. У меня сегодня в гостях член комитета Башкирского национального движения за рубежом Айгуль Лайн. Я говорю Айгуль Леон. Также она является членом Лиги свободных наций. И сегодня мы будем с ней говорить, брать у нее интервью. Хаумалат Айгуль, Хальдар Нисик. Һаумыһығыҙ, Руслан, һаумыһығыҙ, беҙҙе ҡараусы милләттәштәребеҙ һәм здравствуйте все те, кто нас смотрит и неравнодушен нашей идее независимости. Әйе, беҙ интервью русса апарау. Әммә ләкин ҡайҙалыр башҡортса өлөшөрбөҙ, ярамы? Ярар. Айгуль, все посмотрели недавно такое интервью твое с военнопленным, которое ты брала, получается, ездила в Украину, летала точнее в Украину, и оно, ну, если честно, то нашумело достаточно сильно, особенно в Республике Башкортостан. Многие посмотрели, многие писали отзывы, многие каналы у себя распространили это видео. Хотелось бы вот как раз поговорить именно про, ну, в первую очередь, поговорим, конечно, о многом другом, но в первую очередь об этом. Расскажи, пожалуйста, вообще, почему ты туда поехала, как произошла встреча. Сразу надо отметить, что данное видеоинтервью было записано, вышло с канала Лига свободных наций. Это организация, которая объединяет несколько десятков, можно сказать, уже, да, практически, наверное, разных национальных и регионалистических движений, которые выступают за свою независимость, а также за распад России как империи. И наш комитет Башкирского национального движения за рубежом тоже входит в данную Лигу свободных наций, и Айгуль там является также членом Лиги от комитета. И от комитета, а также от Лиги свободных наций она как раз и ездила туда, вот в лагерь военнопленных, чтобы брать интервью. Айгуль, расскажи вот свои впечатления вообще о том, как ты туда поехала и что ты там видела. С первых дней полномасштабной войны, когда я увидела, наверное, помнишь первые кадры, когда артисты Сибайской филармонии или театра вот с кураем, с баяном, с музыкой, с танцами поехали на войну эту, я понимала, что мы будем терять безумное количество наших башкир. Как бы не только украинцы гибнут, но и наши гибнут. Поэтому, когда тем более появились эти интервью украинских журналистов Дмитрия Карпенко и Владимира Золкина, я поняла, что в плену украинском окажутся также мои соотечественники, башкиры. И было безумное желание встретиться с ними, поговорить, что с ними не так, почему они так рвутся, так песнями, танцами, с кураем идут на верную погибель. И было безумное желание вот встретиться, поговорить. Я искала выходы. Тогда я еще не была ни в комитете, ни в лиге, если помнишь. Я пришла чуть позже. И благодаря лиге у меня эта идея осуществилась. Я смогла полететь в Украину, и мне дали возможность увидеться с нашими земляками, которые в данное время находятся в качестве военнопленных на территории Украины. Я ожидала, ну, скорее всего, так скажем, мои ожидания совершенно не оправдались увиденным. Это было очень больно для меня. В первые дни я была в шоке от того, что мне было этих людей, безумцев, безумно жаль. А потом в какой-то момент я поняла, это неисправимые ватники, грубо говоря, отравленные идеи Великой России, Великой империи. Они как часть империи пошли воевать против соседнего государства, независимой
Украиной. Айгуль, Поэтому получается, я вот перебью тебя здесь. Получается, ты вела интервью не с одним военнопленным, вот, который нам показали, Тимур Изучилов. Получается, их было несколько, да? И ты их было, делаешь общее мнение вот по всем вот этим, да, интервью. да, я общалась более десятка эм, выходцев из Башкортостана. Это не только башкиры были, это были и татары, и были, например, один удмурт был. Я не знаю, сможем выпустить все интервью, но еще несколько должны выйти на Да, канале мне Лиги. сегодня сообщили как раз, что в ближайшее время выйдет очередное интервью с тобой, которое ты ведешь с одним с военнопленным из Республики Башкортостан. Кто там будет, я не знаю, башкир или татар, или этот удмурт будет ли. Да. Мгм. Также я хочу заметить, что на канале Лиги Свободных Наций это не единственное такое интервью, где Айгуль, допустим, берет у башкирского военнопленного. Также были интервью с бурятским военнопленным, у Доржи Дугарова такого, да, было интервью с татарином, да, у Саида Хазрата, вот, и Исмагилова. И вот получается третье интервью это с башкиром. Да, вот Айгуль, ну Да. и почему ты как бы считаешь, что они все вот такие ватники? То есть на чем это основывается? На разговоре с ними. Это даже не только вот я замечаю это не только по разговору со мной, да, вот я поговорила с военнопленными. Я также смотрела интервью Дуржо Дугарова и Саид Хазрат Исмагилова. Это вот все они одинаковые, тут неважно, башкир ли, бурят ли или татар ли. Они все одинаковые. Просто они ну, каждый сам себя называет либо бурятом, либо татаром, либо башкиром, башкирином. Мгм. Да-да, мы помним, как этот Тимур Сучевов назвал себя башкирином. Но это Да. четко показывает, что человеку вообще, у него национальная самоидентичность где-то утеряна практически утеряна, и не факт, что она когда-либо восстановится, а если восстановится, то для этого нужно проводить очень серьезную терапию, наверное, да, с этим человеком. Да, верно. Там еще получается, они же себя называют башкиром, но вся идеология это вот Московской империи, да, Российской империи. И тот же интервьюер Дуржо, он себя не представляет неотъемлемой частью, он себя представляет неотъемлемой частью России, где Бурятия, где Россия, Московия, да, это такая большая территория, но человек себя осознает вот именно частью русского мира, который пошел воевать против украинцев. И это у всех трех народов, которые вышли интервью на канале нашей лиги. Вот это вот бросается в глаза. Тут нету национальности, все они отравлены идеологией российской. Мгм. Но можно ли тогда сказать, что, ну, это пусть будет так прямо, наверное, да, вызывающе, но что на сегодняшний момент в Украине воюет худшая часть нашего народа, ну, будем говорить пока о башкирах, потому что же, ну, ты же согласна, что не все башкиры такие. Ну вот я не такой, ты не такая, и еще есть множество не таких башкортов. То есть можно ли тогда сказать, что вот сейчас в Украине воюет худшая часть башкортов? Или так нельзя сказать, потому что все-таки были мобилизованные какие-то. Как вообще вот ты считаешь? Я часто думаю, опять-таки, если вернемся к этим вот сибайским артистам, да, я часто думаю, почему их не было в плену. Они не попались в плен, значит, они погибли, мне так Кстати, кажется. проходила такая информация о том, что некоторые, скажем так, артисты, там, танцоры недавно, Сучелов там какой-то там погиб. Ну да, да, наверное. А то, что в плену было, я видела с живыми, нормальными глазами, наверное, вот 2 человека. С образованием, который там, с высшим образованием был один, второй просто молодой, из-за молодости, может, не настолько, но отравленные, все равно пропагандой.
просто глаза живые. А остальные — это люди, которые, ну, вот нас позвали, ну, нас забрали по мобилизации, мы пошли. Почему пошли? Почему вы не спрятались? Ну как, нам сказали идти, мы пошли. Ну вы Долг бараны. родине, мы давали Там, присягу. там редко такое было, многие даже не служили. Мгм. Немного было тех, которые там долг родине. То есть Но это, основной просто забрали и пошел, да? да, но многих вот обманывали, как этого Тимура. Многие говорили, что они то строить ехали, то экскаваторщик поехал, то там кто-то еще. Но мирные трудяги, да, мирные работящие люди, как бы профессии такие мирные, казалось бы. Но меня очень удивляло, что они едут на, э, на войну, война полноценная, и не знают, что идут как простые солдаты. Они думают почему-то, что их отправят строить, там, ремонтировать мосты, строить дома. Но когда идет полномасштабная война, какая стройка? Я не понимаю вот этого. До меня вот это вообще не доходило. Ну, можно понять, потому что как бы сейчас одновременно же идет восстановление там какого-то Мариуполя, допустим, там какие-то пытаются что-то делать. Может быть, многие смотрят на это и думают, что действительно как бы туда отправят. А много очень информации вышло, что в Мариуполе, например, в строительстве там не наши, это азиаты, с Центральной Азии, трудовые мигранты. Это не наши там. Наши только с ржавым автоматом в руке бегают по траншеям. Мгм. Ну вот, Просто вот тогда еще, когда я записывала это интервью, когда их забирали по мобилизации, там, либо их заставляли подписывать контракты, это же вот полностью открытая информация, да. Можно найти в интернете все. Многие говорили, что они смотрели Золкина, например. Они были готовы, что их, если они попадут в плен, они смогут дать интервью. Может, они надеялись на "Звездный час". Я не знаю. ну, очень, конечно, странный такой звездный час. А вообще, а расскажи Я о быте. Какой у них быт там, насколько, потому что я думаю, что сегодня, особенно когда сейчас идет операция в Курской области уже, да, и силы ВСУ уже вошли на территорию России, и есть информация о том, что захвачено множество призывников, ну, военнослужащих, Срочников. срочников, да. И, соответственно, наверное, у многих переживания действительно, что вот если даже попадут в плен, ну, это, наверное, большее счастье, чем узнать, что твой сын погиб. Все-таки больше счастья узнать, что твой сын в плену находится живой. И вот многих, наверное, волнует, какой быт там, как они вообще там обустроены, голодают или не голодают, как с ними обращаются. Вот шуна эдрек бир бізге. Точно не голодают. Они, наоборот, поправились, мне кажется, потому что их никто не заставляет работать. Есть, предложение работать. Кто желает, тот и работает. Вот кто что умеет, там есть, цеха, например, они работают. Ну, соответственно, получают зарплату какую-то. Мгм. И это не тюрьма, это лагерь. Они свободно передвигаются. Просто у них есть расписание, как я поняла. Есть, а, столовые у них очень красивые, чистые. Я заходила, смотрела, пахнет вкусно. Все Покушал чистенько. дома? Нет. Ага. Военнопленные сами готовят, сами стирают свое белье. Это не в тазике стирают, как я поняла, они стирают в машинках. Постельное белье они каждую неделю стирают, меняют. И одежду тоже. У них есть одежда, которая на работу и которая в лагере ходить, как я поняла. Они очень, насколько, если можно считать, что они чистые, опрятные, они вот действительно чистые, опрятные выглядят. Все стриженные, побритые, а, как бы за собой они ухаживают. Единственное, у них жалоба была, что у них нету информации от
ну, как бы, получается, у них голодовка началась от пропаганды российской, да, а тут на телевизоре у них только украинские каналы и украинские новости. Они информацию черпают только оттуда. И многие мне говорят, сидят по полгода, я не знаю украинского. Говорю, ну за это время, мне кажется, можно было бы уже выучить. Хотя бы постараться понять, о чем говорит телевизор. Нет, мне это не надо. Мгм. Ну, хорошо, а свой башкирский язык, вот ты с башкирами разговаривал, башкирском они разговаривают? Не так много очень. Вот как Тимур этот. По-моему, были у меня 2 башкира и 2 или 3 татарина. Остальные не говорили. Они Мгм. все уже мангурты. Ну, это очень печально, потому что сколько вообще, получается, у тебя было таких интервью? В общем, я сделала 14. О, 14 интервью, из 14 человек, получается, сколько башкир было? Башкир было, наверное, половину, 7. но Из вот 7 человек, получается, 2 человека только знали башкирский язык. да, Ну, это вот процент. Это процент и очень того, плохо говорили, очень плохо говорили. даже эти два очень плохо говорили. Да, потому что мы разговариваем там, ну, почему ты пошел на войну? Там, ты разве не слышал, что творится вот у нас в стране? И он обычно говорит, я политикой не интересуюсь. А когда спрашиваешь, «Не исен саясатменен кызыкынмайсың?» Они не понимают слово саясат, например, уже. Ну, бытовой уровень, да, Хотя получается. это вот настолько кухонный уровень, кухонный язык — это не башкирское телевидение, не башкирское радио, не башкирская литература, не газет, ну, не периодической печати, да, ничего нет. Они ничего на башкирском не читают, только это вот кухонный разговор, когда можно на башкирском разговаривать и сказать: «А я не интересуюсь политикой». Мгм. Ну вот, как раз это для моих зрителей, которым я всегда разъясняю о том, что еще в 2015 году, когда были исследования и говорили о том, что сколько процентов башкир не знает своего родного языка, тогда была 1/3. То, наверное, с тех пор, я думаю, что все ухудшилось, а это прошло уже, получается, 9 лет, и ухудшилось, наверное, в несколько раз. Наверное, сейчас можно смело говорить половину, наверное, а то, возможно, и больше. Да, понятно. Я согласна с тобой. Вот те башкиры, которые сейчас вот, ну, там были, знают ли они историю Башкортостана вообще? Как у них ассоциируется с тем, что вот назвали полк, батальон имени Салавата Юлаева, и в то же время Салават Юлаев воевал против Москвы, против там и императрицы? Мы об этом не разговаривали, к сожалению. Нет, да? Ну хорошо, хорошо, смотри, а вот тогда такой вопрос у меня, да, вообще, вот, есть ли у тебя понимание на сегодняшний момент, вот, да, того, начали ли башкиры уставать от войны? Если оторваться от этих военнопленных и смотреть на именно вот то, что я вижу в интернете по башкирским пабликам, у меня ощущения нету. Нет, они не устали. По крайней мере, а, вот, например, я иногда захожу в ВК, да, Мгм. редко, но бывает захожу. И там у меня, наверное, вот 5 человек, может быть, меньше, которые лайкают мои материалы, то, что я пишу туда. Это 5 человек. А у меня там более 1000 человек подписанных. Это очень мало, считаю, например, если сравнивать с Фейсбуком или Инстаграмом, даже с Телеграмом, это намного меньше, потому что одни и Ну, те же люди только читают и лайкают. подожди, ну, откуда ты знаешь, что они лайкают, возможно, только самые смелые, а может быть, есть те, которые, скажем так, не поддерживают войну, но боятся как-то это проявлять? Ну, может быть, я не могу не согласиться в этом случае, да. Просто я считаю, что все-таки я тоже как бы, да, очень внимательно слежу за пабликами, за различными группами и в Инстаграме, и в ВК захожу, и в WhatsApp в различных группах. Я все-таки вижу, что тема уставания от войны есть.
есть, и особенно вот после того, как Башкортостан вышел на первое место по количеству погибших. Я этого не замечаю. Вот я еще раз говорю, в "ВКонтакте" есть, например, страница, главы нашего района, да, Мгм. и там Курултай нашего района, моего района. И иногда там проскальзывают, как это называется, похороны вот этих солдат. Мгм. Внизу никаких сожалений насчет войны, насчет сегодняшнего дня. Только герой, кагарман, герой войны, там, поддержка родителям. Я пару раз написала комментариев таких в некоторых страницах с вопросом, а если бы он не пошел на войну, он наверняка остался бы жив. Меня сразу стирают, у меня мой комментарий исчезает, и меня просто блокируют, чтобы я не говорила. Ну, Айгуль, надо же понимать, где это писать и какой контингент может сидеть на странице главы, допустим. Или на странице Ну, какого-то они официального какого-то там канала, группы какой-то. Вот, допустим, если я смотрю в Инстаграме там Стерлящаек страницу, да, и где-то какой-то там выходит материал о войне, там, допустим, Элвин Грей там сказал то-то, то-то про войну. И я вижу там масса, практически 90% комментариев, которые мочат эту войну. но светлячеек это можно комментировать анонимно, вроде бы так, да? Нет, нет. То есть там все видно, кто пишет, кто, ну, то есть никто не скрывается. Просто тут, наверное, надо, наверное, делать разницу на том, что ВК все-таки это канал, где сидят в основном такое, ну, достаточно взрослое население. Ну, И я поэтому говорю, Инстаграм что это я достаточно молодое для прогрессивной молодежи, которая не боится, нач которая знает прекрасно, что Инстаграм запрещенный, и в то и же они время как через бы. VPN заходят, да. Я поэтому, насчет, ну, вот насчет в "Инстаграме" молодежи я не сомневаюсь, они наверняка, против войны, против, гибели людей с двух сторон, что с нашей стороны, что с украинской стороны. Они понимают, за что идет война, наверняка, потому что очень много информации, в "Инстаграме" можно найти при желании любую. Я именно начала с, ВК, потому что это больший показатель, того, что люди смотрят, читают и комментируют. Все таки "Инстаграм" — это через VPN, это не все туда могут зайти. Отсеялась у меня добрая половина, например, друзей, знакомых, которых я видела раньше в "Инстаграме" или на Facebook. Сейчас их просто нету там. Они все сидят в ВК. Мгм. Я из-за этого только сужу. Ну вот смотри, насколько я знаю, где-то полгода назад, когда я смотрел интервью одного из российских вот этих военкоров, которые, ой, российских, украинских военкоров, которые ведут работу с пленными, вот Золкин и еще второй там есть, забыл имя, Карпенко? Карпенко, да, вот он. Он Мгм. говорил о том, что тогда, больше полугода это назад точно было, о том, что больше 100 человек из Башкортостана сидит военнопленных. И многие из них сидят там, ну, с самого начала войны практически, их не обменивают. Учитывая, что сейчас вот этот вот идет в Курской области, и там захватили по некоторым данным больше 2000 человек, и очень много среди них срочников, и плюс сейчас еще идет такая информация, что там в котел попали, сейчас котел захлопнется, еще там около 2-3 тысяч человек попадет в него. И получается, это огромный наплыв военнопленных. Как ты Но считаешь, это обменный фонд, обменный фонд, да, конечно же, да, да. это с одной стороны. С другой стороны, как ты считаешь, с ними надо ли вести разъяснительную работу, чтобы как бы, ну, узнать их мнение, как они вообще попали, изменилось ли их мнение вот уже после 2,5 лет войны, что они считают, ну, вообще, как ты считаешь, надо с ними пытаться, или уже смысла нету после того, как ты посмотрела там, что одни ватники? Тут 2
два пути, что ли, скажем, или два пункта, о которых надо думать. Во-первых, да, я думаю, что бесполезно это. Э, Представь, какое количество людей должны будут работать с этими военнопленными со стороны Украины. Эм, Во-вторых, нужно ли воюющей вот Украине, да, против которой ведут русские захватническую войну, стоит ли тратить столько ресурсов и энергии, чтобы попытаться изменить сознание этих ватников? Я не вижу смысла, чтобы Украина тратилась такое слишком большое, слишком большая трата была бы для Украины это. Они и так им жизнь сохранили, кормят, поят, там каждый месяц Красный Крест, каждый месяц какие-то благотворительные зарубежные фонды приходят смотреть, не дай бог, против русских пленных будут там что-то делаться. Мгм. Звонки каждый месяц практически на родину к родителям. Чего нету, например, у украинцев в русском плену. Мне, Ну, мне кажется, это слишком большая трата энергии и ресурсов будет, чтобы воспитывать этих взрослых, самодостаточных людей, которые считают, сидя в украинском плену, считают себя правыми, что украинцы неправы. Понимаешь? подожди, Айгуль, но тут одно дело, да, я с тобой согласен, как бы, да, конечно, что, может быть, овчинка выделки не стоит. И с ними их перевоспитать, возможно, не получится, да, потому что, ну, вата конченая, да, но общение с ними, вот почему вот, это интервью с этим Тимуром, который остался без руки и даже не понял, почему он остался без руки до сих пор, э, с этим военнопленом, вызвало такой ажиотаж и такой шум. Потому что людям интересно, и многие действительно, и если почитав комментарии, многие наши башкиртар, андай алалар, ну, мына манкурт, да, что человек не понял даже до сих пор, зачем он туда поехал, почему он потерял руку, что зарабатывая 30-40 тысяч, он мог жить в Учевах, как бы, да, и работать нормально, в крайнем случае, там, уехать там, в Уфу, в крупные города какие-то, на стройки. Строительная профессия, она всегда нужна. А он поехал, там, позарился на какие-то там большие бабки, и в итоге сейчас остался вообще без руки. И в будущем вообще просто остался инвалидом. Уже и профессия эта уже строительная ему не нужна будет. Это люди видят и делают выводы. Многие, возможно, те, скажем, башкиры, которые призадумывались о том, стоит ли им поехать или не стоит. Может, кого-то зазывали на те же самые работы, и они раздумывали, может быть, стоит подписать контракт и поехать там восстанавливать Мариуполь, допустим, да. А тут раз и интервью, где показали такого же работягу, который подписал контракт и в итоге остался без руки, ему вручили вместо лопаты автомат и отправили его, да, в мясной штурм. Вот в этом может быть какой-то есть смысл, что Ну, люди будут прозревать. Руслан, те комментаторы, которые смотрели вот это мой интервью и комментируют, они как раз-таки подтверждают свое мнение, посмотрев это видео. Там не было людей, которые ужаснулись, там, ах, вот как, оказывается, бывает. Я же говорю, а, даже среди вот этих военнопленных, с которыми я разговаривала, они смотрели до этого и Золкина, и Карпенко, они знают этих журналистов, они знают, какие там были военнопленные. Они это все видели, они это все знают. Это же не только вот один вот этот башкир Тимур, да, он первый и последний. Нет, 2 года идет, 2,5 года идет война, и явно вот эти люди, ну, давай обобщим, этот же Тимур, пусть будет, да, вот которых я там снимала сама, они же все понимали, куда идут. Я не верю просто, когда они говорят, вот они нам сказали поехать на стройку,
Заставили контракт подписывать. А ты читал контракт? Что там было написано? Какая у тебя работа будет? Многие не читали, многие частично читали, понимаешь? Это Ну, а настолько такое как отношение ты к считаешь, себе. российские командиры могут отправить, ну вот представим, что в контракте нету такого пункта, что их там нельзя отправить на войну. И ты считаешь, что наши российские командиры будут соблюдать эти пункты, если там им нужны будут люди отправить на мясной штурм срочно? Ну, во-первых, мне кажется, когда человек едет на строительство, хоть и за линию фронта, да, там, ну, на войну едет, мне кажется, их не прикрепляют к каким-то военным командирам. У них наверняка должны быть какие-то другие начальства, да. Мне кажется, они не как солдаты будут прикреплены к какой-то роте там. Я не разбираюсь в военных делах. Ну, я с тобой здесь согласен в том, что уже если тебя вроде бы как бы ты подписав контракт на какие-то строительные работы, а тебя отправляют на полигон проходить какое-то военное слаживание там и держать в руках держать автомат там и что-то пристреливаться там по мишеням, уже это должно вызвать какие-то Ну, сомнения, как-то как минимум. насторожить Да, должен быть, да, да, да. насторожить. Что-то не так. А можно мне мой контракт, я посмотрю еще раз, что там было написано? Нет же. Поэтому, мне кажется, вот они что-то, какую-то сказку придумали и теперь оправдываются. Им надо же возвращаться тоже так же на родину. Ну да, есть такое. Ну, твои прогнозы, да, вот 2,5 года идет война, сейчас уже перешла война и в сторону, уже в Россию зашла. Когда закончится война вообще? Ну и чем она закончится, как ты считаешь? Ну, Руслан, я не аналитик, Ну я хотя бы не для башкир могу. давай. Так, вот смотри, можно же, вот сейчас идут такие уже как бы разговоры о том, что вот после того, как вошли в Курскую область силы ВСУ, уже пошли разговоры о том, что начнется вторая волна мобилизации. Мгм. Вот давай рассуждать так. Ты все равно как бы общаешься там, ну, держишь пульс, да, а, Палец на, на пульсе, да. на палец, на пульсе, том, что происходит сейчас в Республике Башкортостан. Все равно общаешься как-то, как и я. И я свои как бы мнения пока не буду вот говорить, хочу у тебя узнать. Вот как ты считаешь, если вторая волна мобилизации начнется, будут ли опять пляски, курай и полные автобусы мобилизованных, которые поедут с криками «Ура!», «Алга!» воевать? Или будет Мне немножко уже очень другой будет вариант? Я точно не уверена, что именно будет, но хочется верить, что народ уже как-то понимает. Вот мы, например, ты и я, да, не зря работаем. Вот эта поездка в Украину, показ украинцев, что и что они такие же люди и нифига не фашисты, да, ну, совсем пропаганда российская завралась настолько, что уже не знает, как выкрутиться из этого. Вот для этого нужно понимать и сопоставлять, сравнивать и делать какие-то выводы, чего у нашего народа, ну, у наших народов нету. Вот это меня очень сильно пугает. Да, я буду очень рада, если станет известно о мобилизации, новой мобилизации, там границы, э, как это, не таможенная граница, да, в сторону с Оренбурга в Казахстан, опять будут там полчища народов, и они все смогут выехать, и никто не сможет пойти на войну, там смогут там забрать, кого поймали, какого барана поймали, да, и отправили. Э, Если так случится, я буду очень рада, но я оставляю себе чуточку места, чтобы не очень сильно разочароваться, потому что я не очень уверена в данное время, что народ скажет, нет, мы не пойдем на войну. Смотрю, как работают наши сегодняшние власти республиканские, как они продолжают отправлять на войну, там продолжают ездить в зону боевых действий с гуманитарной помощью, хотя у нас у своих там проблем много, нет, они собирают
везут что-то. Никто Ну, с вилами не встает напротив дороги этих газелей, понимаешь? ну, можно, как ты считаешь, можно ли понять тех матерей, которые там родственников, которые знают, что их человек там сейчас проходит, находится в Украине, мобилизованный ли, контрактник ли, но чтобы там отправить ему там носочки, там какие-то там пирожки, что-то, ну, условно, да, то есть можно ли понять тогда вот в этом случае их? Давай я Или вот в еще этом случае больше. можно понять, а когда, допустим, они собирают деньги на какие-то квадрокоптеры, буханки какие-то там, да, уазики, в этом случае уже как бы, ну, нет им, да, оправданий. Я в любом случае не могу понять. Я не могу понять матерей, которые отправляют своих сыновей. Я не могу понять женщин, которые Нет, отправляют давай своих говорить уже о мужей. свершившемся факте. Вот отправили уже. Ну вот отправили, я их не могу понять. Мгм. Ну, у меня же тоже есть сын, вот 21 будет, да. Я понимаю, даже если бы напали бы на нас, тогда я понимаю, что сын должен защищать родину, семью, дом, землю. Но тут идет захватническая война. Ты отправляешь своего сына, своего мужа куда-то завоевать за русский мир. И потом собираешь на квадрокоптеры, собираешь на носки, на термобелье. Я не могу это понять. У меня в голове просто не укладывается. Мгм. Но я с тобой здесь согласен полностью. Вообще, все-таки человек, он же называется человек разумный, да, то есть он должен сопоставлять факты и анализировать примерно, куда он попадает, и учитывая, что ну, уже, наверное, ни для кого не секрет, что Башкортостан занял первое место по количеству погибших, и об этом все знают, и каждый месяц там на этом канале ищи своих башкортостанов в Телеграме, там по 300 человек выкладывают, это 300 мужиков, это, ну, село, башкирское село, да, деревня, Да, одна башкирская деревня в месяц, раз ее нету. Еще месяц, и опять деревни башкирской нету. Ну, условно, да, да. не все башкиры, конечно, да, но в любом Но случае. А все если равно это учитывать, наше население. да, а если учитывать, что, ну, если берем, ладно, русские воюют за русский мир, как бы тут еще можно, да, как-то оправдать их немножко. Но башкиры воюют за русский мир. Плюс татары вообще погибают тоже, если учитывать, что их в Татарстане. Татарстан второе место занимает по Приволжскому федеральному округу по количеству погибших, и он тоже достаточно там за 2000 с лишним перевалил у них, 2200, Да-да-да. 2300. И если учитывать, что в самой республике их как минимум 50%, у нас в республике их 1/3, то есть там 1000 с лишним, здесь почти 1000, то Еще татар в тоже, областях, еще плюс в областях сколько, да, да, ну там в это Ульяновском Нижегородских, там только, да. Ульяновская, Тот Самарская и же так далее. тот же, та же Чувашия, например, там много татар, Да, татары тоже не очень такое, очень большое количество погибших несут. да. Как это можно, по-твоему, вот как можно объяснить нашим народам, чтобы вот, ну, чтобы они не шли воевать, что это не их война, вот по-твоему, как достучаться? Что Ты нужно знаешь, делать? Руслан, вот с первого дня войны, да, я выступаю, мы еще тогда не знали друг друга, с первого дня войны я начала делать обращение к башкирам, да, на башкирском языке, на русском языке, не ходите, это не наша война. И каждый раз, чем больше я выступаю, чем больше гибнет наших мужчин, тем больше идут на войну, батальонами отправляют на войну, как будто бы на зло мне, грубо говоря. Я не уверена, что их можно изменить. Я вообще не верю в то, что мы их сможем перевоспитать, что они выздоровят от российской пропаганды. Я не верю, потому что история показала после Второй мировой войны, Германию пытались лечить американцы. Нет,
Их не смогли вылечить. Они остались до смерти в уверенности, что они великая арийская нация. Они просто прижали хвост и так и жили до смерти. М. Многие исторические документы об этом говорят. И какой Это выход? выход — ждать, пока эти прижмут хвост и А как? умрут своей Ну, смертью, если а ты... новое поколение будет воспитывать школа, Подожди, новое подожди, воспитание. тухта. Если ты говоришь о том, что приводишь аналогию с Германией, то надо же понимать, что так как Германии не получится, почему? Потому что Германия была захвачена в итоге, оккупирована советскими, американскими, английскими, французскими войсками, поделена на сферы влияния, и до сих пор, даже сейчас там стоят американские базы, и то есть это население, оно было пленено, можно сказать, да, Мгм. оккупировано, их, можно сказать, под дулом автоматов насильно вводили в концлагеря, показывали те братские могилы, куда свозили всех военнопленных, показывали эти крематории, показывали там в концлагерях, до чего доводили людей, фотографии, вводили в кинотеатры, показывали эти фильмы, да, то есть где сжигали живьем, убивали, расстреливали. С ними проводилась какая-то терапия, их заставляли это делать. А кто это будет заставлять? Наше российское общество, башкир те же самые. Кто будет заставлять? Я согласна с вопросами, Руслан. Дело в том, что то, что я говорю, это как раз-таки после развала России, и когда будут республики отдельно, и будут какие-то другие страны со сферы влияния в эти республики, скажем так, старшие братья, да, не хочется мне это говорить, но приходится. Ам, Только в том случае, иначе, если не будет полного поражения России, мы не сможем никак изменить этот народ. Наоборот, мне кажется, если не будет поражения полной России и не будет денацификации вот этой большой страны, мы получим э, Северную Корею или Иран. Это будет либо СССР в течение 70 лет до своего развала. Это будет закрытая страна, где будут переваривать нас, наших народов, и мы ничего не сможем делать. У меня очень плохие прогнозы насчет этого. Но еще раз предупреждаю, я не аналитик. Я больше чувствами руковожу своими, пытаюсь руководить, по крайней мере. Но у меня совершенно нет надежды, что без поражения России, без победы Украины мы что-то сможем изменить. Подожди, поражение России, как ты рассматриваешь поражение России? Как оно должно выглядеть, это поражение России? Вот как в Германии, то есть зашли туда войска, дошли до Москвы, оккупировали все базы, все военные базы, все, то есть все сдались, руки кверху подняли, сместили режим и созвали там большой совет со всех национальных республик, со всех регионов и решают судьбу будущего России, да, то есть и тут как бы башкиры отделяются. Ты так это видишь это, но кто это будет делать, как это будет оккупироваться, когда страна обладает ядерным оружием? Кто будет заходить на территорию такой ядерной державы? Тоже ядерные державы. Не будут они этого делать. Ну, это как ну, допустим, раненый зверь, которого прижали в угол, он будет кидаться на всех. То есть он, да, есть опасность, что как бы, да, что те страны, которые обладают ядерным оружием, в ответ применят. Но в Мгм. любом случае это же уже произойдет. То есть ядерная война произойдет. То есть Россия начнет, те в ответ ударят, Мгм. Россия будет повержена, оккупирована. Но кто хочет этого варианта расклада такого? Но никто не хочет. Ну, Поэтому, получается, в данное время никто не верит, что Россия будет поражена, потому что все боятся, что вот как Путин сам рассказывал, что крысу, если забить в угол, да, он начинает бросаться. Ты сам про зверя сказал. А это вот как раз аналогия к рассказу Путина самого.
что если крысу в угол довести, он потом начинает бросаться на своего, Ну, кто там, обидчика, кто да? его пытается, да, обидчика. Мгм. Но вот в этом во всем я вижу свой вариант развития событий, что, то есть, если как бы смотреть по твоему варианту, да, вот как ты говоришь, да, Россия проиграет, допустим, эту войну, но ее Мгм. не оккупируют, и она сохранится в тех же самых масштабах, режим сохранится, то это практически с большой вероятностью, что действительно страна закроется сама в себе. Пусть она отдаст там территории в случае проигрыша там Украине обратно, Крым отдаст и так далее. Режим она попытается сохранить. Если к власти придут, пусть сам не Путин, пусть его свергнут и придут к власти, допустим, там условно Стрелков, Гиркин, они это еще хуже. То есть они будут уже сделают выводы по ошибкам Путина, подготовиться еще Да? лучше. Это, то есть, если приводить аналогию, историческую аналогию, то это тоже можно проводить с Германией, когда Германия проиграла Первую мировую войну, вот это позорный ихний мир, да, вот Версальский договор, по которому они как бы потеряли огромное количество своих территорий, там на них была наложена огромная контрибуция, то есть не разрешено было держать армию. Это настолько унизило немцев, настолько они считали это несправедливым, что вот воевали несколько стран, а платит за все как бы одна Германия, да, там же была и Австрия, там и другие были страны. И здесь и потом пришел Гитлер, вот, пользуясь вот этими реваншистскими настроениями, подпитываясь, нас обманули, то есть мы великая нация, мы должны как бы, да, отомстить. И вот пришел Гитлер, и он пришел к власти, если так все, кто не знает, то он пришел честно достаточно. Он пришел через выборы, через свою партию, вот. И то же самое здесь будет в России, что придут условные Стрелковые, Гиркины, не он обязательно, но таких, как он, много. И они постепенно, то есть, говоря с трибун Госдумы, что нас нагнули, нас, великую державу, нас обманули, весь мир против нас воевал, мы должны подготовиться, мы должны отомстить, рано или поздно как бы опять все начнется с самого начала, опять война начнется. И я здесь вижу, и они же обладают ядерным оружием, надо же понимать, да, то есть это страна. Поэтому я здесь вижу, что единственное поражение, какое может быть у такой страны с ядерным оружием, если она начнется разваливаться изнутри. Только так. То есть вот представь, что одновременно подняли восстание сразу в 5, в 6, в 10 регионах, допустим, да, национальных республиках. Но не будут же они бить по своему собственному населению ядерным оружием. Ты думаешь? Или ты думаешь, будут? А что у них в данное время ЛНР и ДНР это не их земли разве? Или вон депутаты Госдумы предлагают ковровыми бомбардировками Но это же не, нет, но перебить весь тут же, Курскую область? но это же не ядерное оружие. Это все равно разные вещи. Нет. Просто я к тому, что если сейчас, допустим, на данный момент, когда вся армия находится там, в случае поражения, получается, там все равно будут какие-то ну, условия поставлены проигравшей стороне, да, ну, или сейчас вот даже брать, если Россия будет разваливаться изнутри, как говорится, то есть, то армия вся там. Практически армии внутри нету. Все вот эти силовики, ну мы видели в маймарских событиях, как приглашали с разных регионов на помощь, свозили, да, нету у них сил, нету сил. То есть вот я рассматриваю только такой вариант, что нужно разваливать ее изнутри, по-другому никак. А для этого мы должны работать с населением, мы должны им объяснять, что ну, продолжение оставаться в этой стране, это ну, смерти подобно. Ничего хорошего не произойдет. Ну, уйдет Путин, придет там Бортников там, или еще кто-то, Патрушев там, или сын Бортникова, сын Патрушева придет. И что? Что поменяется для башкир? Ничего не поменяется, только не забывай. Я согласна с тобой, Руслан. Я бы хотела видеть развал России в своей жизни.
Вот почему-то вот этой мечтой живу, да. Ам, но я хочу с тобой вот поспорить, что в данное время все-таки ни полиция, ни Росгвардия, они не на войне. Они все на местах. И ОМОН тоже. Они боятся, что народы поднимутся Но в и любом случае с полицией проще воевать, чем с армией. И, ну, тут надо будет выбирать, либо вы, либо оставаться рабами, либо попытаться освободиться. И напоследок я хотел бы еще одну такую короткую тему, вопрос по обмену политзаключенных. Мы все видели, что произошел достаточно большой обмен политзаключенных, и как это ни печально, но мы все увидели, что со стороны российских политических заключенных это были в основном либералы. Единственная там была Алиса Курамшина, татарка, но она нет, гражданка США. Курмашева, Алсу Курмашева, да. Курмашева. То есть она гражданка США, и, ну, понятно было, почему ее обменяли. Почему не было ни одного, на твой взгляд, из национальных политических деятелей, таких как там, допустим, Габышев, да, якут, Шаман Габышев, Айрат Дильмухаметов, Фаиль Алсынов? Потому что в данное время в Европе и в Америке очень много русских лоббистов. Лоббистов прекрасной России будущего. А в прекрасной России будущего нету независимых государств, таких как Башкортостан, Татарстан или Бурятия, Якутия. Нет. А, Поэтому они как раз-таки лоббируют свои идеалы, что они вот демократы, что они вот либералы. И вот ты рассказывал в случае там смерти Путина или там его уберут и придет к власти там Гиркин, Бортников или Патрушев. А если придет туда Яшин, думаешь, лучше станет? Нет, не думаю. Нет. Вот, поэтому в их списке интересов нету нас, нету народных, эм, коренных народов, интересы коренных народов или политические заключенные коренных народов. Кто-то выступал, когда посадили вот более 80 человек в Башкортостане. Многие даже слово «Башкортостан» не могут выговорить. И почему они сидят? А потому что экстремисты, понимаешь? Вот такое отношение. И, естественно, они не будут этих экстремистов вытаскивать, стараться вытаскивать. А, они будут своих вытаскивать. Там же мы понимаем, что Америка составила свой список из своих граждан, Германия составила свой список из своих граждан, плюс ФБК составил свой список и вытащили своих людей. Ну, то есть надо признать, что у хороших русских, у этих псевдолибералов, у них большие лоббистские возможности, да, Конечно, чем у нас. конечно. Но я скажу так для наших зрителей, что вот этот вот обмен, он, конечно, ну, скажем, можно сказать так, дал хорошего пинка нам всем. И многие сейчас зашевелились, многие поняли, что такие возможны обмены. И даже в Лиге сейчас, в Лиге свободных наций тоже создалась комиссия, которая будет пытаться, да, вот этот вопрос прорабатывать. Насколько это будет успешно, ну, это большой вопрос. Большой вопрос, потому что, ну, у нас нет таких лоббистских возможностей. Мы столько лет на Западе не обитаем, как обитают все вот эти навальнисты, Еще не правые. забывай, что они при деньгах. Вот тот же Ходорковский. У них же главный враг только Путин. Вот свергнем Путина, и будет Россия прекрасная. Я тут А у даже, нас нет. я тут даже больше скажу, что вот если мы придем, почему на сегодняшний момент представители национально-освободительных движений вызывают большую опасность у чекистов, чем, допустим, вот эти вот псевдолибералы? Потому что если мы придем к власти, наша цель какая? Распад России, обретение независимых своих государств. Да, да. И
в случае, если, ну, давай размышлять так, что мы приходим, допустим, Башкирское национальное движение приходит к власти в Республике Башкортостан. Что мы будем первым делом делать? Освободим политических заключенных, проведем люстрацию. Люстрация подразумевает это, значит, всех чекистов, кто был замешан там в убийствах, в посадках людей, преследовании, все они сядут надолго. Многие лишатся своих мест, где сейчас они хорошо зарабатывают, да, кормушек лишатся. Многим будет запрещен доступ там, к каким-то политическим действиям. Еще открытие архивов. Да, пройдут архивы, многие вскроются как какие-то стукачи. То есть будет люстрация, да, мы сделаем это. Потому что без этого национальное государство успешное построить невозможно. Если придут к власти либералы, надо же понимать, что они же не рассматривают распад, они не рассматривают предоставление независимости национальным республикам. Они за то, чтобы вся страна сохранилась, все государства Да, сохранились. А для этого да. нужен контроль. Соответственно, им нужны структуры, которые могут контролировать. Они в любом случае будут вынуждены обращаться за помощью опять к тем же самым чекистам. То есть они, возможно, уберут там какую-то верхушку, наиболее одиозных каких-то там руководителей, типа вот, да, Патрушева. Но в любом случае среднее звено, младшее звено останется, и они найдут общий язык. И опять мы вернемся к той же политической вертикали. Все Чтобы, повторится. чтобы контролировать, да, чтобы контролировать Бурятию, чтобы контролировать Башкортостан, опять у нас вот соберется цепочка вот этой вертикали. Что Да. я хотела, что я не досказала, но хочу сказать непременно. Я вчера посмотрела последний выпуск Руслана Айсина на канале Лиги, его думой насчет Российской империи, да, как она возникла, как она относилась к иноземцам, вот нас они дикарями называли. А, как, как будем бороться? Мы вот вначале чуть-чуть раньше говорили, там, как изменить человеческую сущность, вот перестать думать, что они великая нация, да, вот откуда вот это. Когда Ельцин пришел к власти, был демократом, даже когда этот чекист Путин пришел, он тоже Ты мнил себя, Айгуль, пропадаешь иногда. Звук пропадает я, иногда. я не знаю, все нормально вроде бы, но вот та политика, которая была там в 14 15 веке, да, в 16 веке, и все это продолжалось до Советской империи, до Советского Союза, это осталось. Потом, через 70 лет, когда разрушился Советский Союз, пришел к власти Ельцин, он же тоже болел этой болезнью, это очень быстро выздоровел, как бы, в том смысле, он здоровым был очень короткое время, когда он давал всем суверенитета, когда он совсем был доволен, но это быстро изменилось, когда он пошел в Чечню с войной. Получается, вот эта история величия русского народа идет с XIV века до сегодняшних дней. Поэтому приход Яшина, хотя он либерал, вот совершенно не дает гарантии, что он будет с нами в хороших отношениях. Нет, он будет сверху вниз, и мы старший брат, а вы дикари. Это будет продолжаться. Но с другой стороны, я закончу, да, то есть как бы немножко Прости. попытаюсь, не закончу точнее, а попытаюсь апеллировать тебе. Смотри, представим, что они пришли к власти, построили свою прекрасную Россию будущего. Они сейчас уже как бы говорят о том, что Чечню они готовы отпустить. И, скорее всего, они будут отпускать Чечню, Тыву, Ингушетию, как... Некоторые только. Ну, Некоторые готовы некоторые, да. Но отпускать. давай представим, что они их отпустили, потому что они их не могут переварить. Они для них опасны. Эти республики, которые, ну, моноэтнические, что Тыва, что Ингушетия, что Чечня, Ичкерия. Как мы можем пользоваться этим, да? Вот, допустим, они отпустили эти страны.
когда мы заявим о своей независимости и скажем им, вот вы предоставили независимость Чеченской Республики. Чем мы хуже чеченцев? Почему вы им можете дать независимость, а нам не можете дать? Как они могут нам отвечать? И если мы начнем заявлять о независимости, они будут нас подавлять силой, но тогда весь мир снова увидит, что пришли к власти-то, оказывается, не либералы, а пришли к власти имперцы. Это первое. Второе. Допустим, остались все, но как они рассматривают же как бы прекрасную Россию будущего, либеральную, что она будет что это будет федерация, что это будет парламентская республика, которая все решения будут приниматься коллегиально. То есть, соответственно, в каждом регионе, в каждой национальной республике будет своя независимая политическая жизнь. То есть, по их взглядам. Да? Соответственно, в Республике Башкортостан будут вновь возвращены политические партии. В этом случае я возвращусь в Республику Башкортостан, открою политическую партию башкирских националистов, которая будет за независимость бороться. И через агитацию, через массовый набор своих сторонников мы приведем к тому, что сейчас делает Шотландия в Великобритании, проводит референдумы. Да? Татарстан проведет такой референдум, где большее число у них татар. Башкортостан проведет такой референдум, татары нас поддержат. Как в этом случае будут поступать они? То есть это же будет все либерально, демократически, через демократические институты. То есть у них нет выхода. Эта Россия обречена в любом случае. Она сможет сохраниться, и то ненадолго, только в том случае, если у власти останется режим Путина. Пусть без Путина, Да. но через его людей они смогут как-то законсервировать, попытаться там сделать Северную Корею 2, и то ненадолго. Потому что такую огромную территорию, Северная Корея это вот такой маленький кусочек, а Россия это огромная территория. И она будет, если этот режим сохранится, эта страна будет продолжаться, значит, соответственно, будут продолжены санкции, санкции будут душить Россию, сокращаться будет население, будет замещаться с выходцами из Средней Азии, которые будут диктовать свою повестку. То есть она в любом случае обречена. Пусть не сейчас, пусть не через 5 лет, но значит через 30 лет. А башкиры обладают таким количеством населения, которое сможет выдержать еще и 30 лет, и 50 лет. Пусть с наиболее худшим, мы, может быть, придем состоянием, национального самосознания. Но в любом случае мы придем к этому. Поэтому все у нас будет хорошо, Айгуль. У них Да, шансов бывает. нету. Я рад на этом Мне, тогда. я хочу только сказать, Да. вот после вчерашнего видео Руслана Айсина мне очень понравилось, что Московская империя началась с завоевания Казани, да, и она должна закончиться, должна начать распадаться с Татарстана и Башкортостана. У него вот эта идея была. Мне очень понравилось. Мы Но должны над этим работать. кто не смотрел эфир Руслана Айсина на канале Лиги Свободных Наций, посмотрите, рекомендую очень. Но я здесь немножко Очень, не очень. согласен как историк, потому что захватническая война московского государства началась не с Казани, а началась она с, э, с новгородского государства. Так было захвачено новгородское государство, Но полностью они между вырезано. собой сначала, да. Да, полностью вырезано, население оттуда выселено, заселено лояльным населением. И только после этого уже дошли до Казанского ханства. Но если брать как иностранное другого народа, другой веры, другой культуры, то да, тогда действительно уже это было Казанское ханство. Но Да. на этом тогда все. Айгуль, рахмет. Рәхмәт үзеңә. Исән Э, һау булайык һәм азат Башкортстанда күрешкәнгә тиклем. Аминь. Шулай булган.